Меня зовут Антон, я являюсь руководителем Центра инноваций социальной сферы и социально ориентированных некоммерческих организаций. Мы помогаем социальным предпринимателям и некоммерческим организациям, в том числе молодежным, развиваться. Вкратце, вы сегодня занимаетесь проектной деятельностью, да? Вся работа направлена. Для чего нужна проектная деятельность? Вот для чего нужен проект, скажите мне. Нет. 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 Нет, отчасти все это правильно, но самое главное, это для чего нужен проект? Чтобы ваши идеи, ваши мысли и вашу кашу в голове упорядочить. Вот смотрите, есть какая-то социальная проблема, в которую вы так или иначе погружены, она вас интересует, вы хотите сделать мир лучше, там экологические вопросы решить, благоустроить какую-то территорию, заняться еще какими-то очень важными и полезными делами. Как это сделать? В голове рой мыслей, нужно все это упорядочить. Вы делаете социальный проект, он именно вот так и выглядит, попунктно, по галочкам, вы проходите пошагово, и вы решаете или смягчаете проблему. Невозможно, в принципе, решить все сразу одним проектом. Нужно это понимать, нужно идти пошагово. Поэтому социальный проект – это то, что разрабатывается либо организацией, юридическим лицом, либо физическим лицом, любым из вас. В принципе, каждый, вот я думал, какой пример привести относительно себя, потому что я, в принципе, социальные проекты сам не делаю, однако вспомнил, что еще в детстве я занимался решением насущных задач в области экологии. Как вы думаете, что я делал? Сбор макулатуры, конечно. При этом я еще и зарабатывал. Вот вам пример простого решения социальной проблемы. Социальный проект – это программа реальных действий. Именно реальных. Все, что вы делаете, должно быть достижимо. И нужно обязательно ориентироваться на какие-то количественные показатели. Нельзя делать что-то как-то зачем-то для чего-то. Всегда нужно опираться на какие-то цифровые, числовые данные. В основе всегда лежит актуальная социальная проблема. Как мы поймем, что проблема действительно актуальная? Владимир Владимирович Путин говорит о том, что у нас плохо с популяризацией здорового образа жизни. У нас население мало вовлечено в занятия спортом, физической культурой и так далее и тому подобное. Как вы думаете, это является актуальной социальной проблемой? Тогда или нет? А теперь смотрите, поднимите, кто откуда, вот скажите. Оренбург. Насколько Владимир Владимирович Путин знает, как обстоят дела в Оренбурге, и насколько его фраза применима относительно Оренбурга? С учетом того, что у нас новый ЗИО, возможно, уже больше знаем. Хорошо. На примере Оренбурга, как мы будем актуализировать социальную проблему? Поднимать ее сами. Исследования, конечно. Вот кто-то говорил про статистические данные. Еще. Распространение в СМИ. Мы анализируем информацию в СМИ, конечно. Если кто-то известный публицист пишет о том, что там в городе Оренбурге действительно плохо с массовым, допустим, с доступностью спортивных залов и площадок, это будет. Вот это все лежит в основу. Вы должны сначала провести аналитику. И по большому счету это ничем не отличается от простого коммерческого проекта. Прежде чем куда-то влезть, нужно провести аналитику, насколько это действительно актуально. Да. Дальше. Социальный проект создает, модернизирует или поддерживает материальные или духовные ценности. Конечно, ничего не было, вы что-то создаете с нуля. Вы либо что-то модернизируете, то есть что-то уже есть, но вы выводите это на новый уровень. Либо вы поддерживаете то, что уже существует. Да, у нас сейчас началась активная экологическая кампания, и ваш проект всего лишь, допустим, в области экологии будет дополнять то, что уже и так реализуется в нашем государстве. Проект ограничен в пространстве, во времени и в ресурсах. Кто сможет прокомментировать? Начнем. Пространство. Что значит пространство? Локация. Причем, смотрите, все это на самом деле очень связано. Во времени проект всегда имеет что? Начало и окончание. И, конечно же, ресурсы. Два главных ресурса мне назовите.
И материальный, конечно. Причем, когда мы говорим о социальном проекте, материальный — это не всегда деньги. Оно всегда первично, на самом деле. Но не всегда это первичное будут деньги. Что еще можно? Связи, Ну, это мы говорили про людей. Оборудование, еще здание, помещение, может быть, это уличная площадка и так далее. Всегда, когда говорят о том, что нужно рассчитывать свой проект, в проекте всегда, ну мы я забегаю, всегда есть смета. И в смете мы всегда пишем наш вклад и то, что мы просим. Наш вклад — это всегда, ну это носит название софинансирования, и это всегда то, что мы монетизируем. Мы монетизируем любой наш вклад. Вот я готов вложить вот этот стул в ваш проект. Сколько стоит стул? 2000. Сколько я вложил в ваш проект? 2000. Мы не стесняемся монетизировать все. Я сегодня выступаю перед вами, я могу выступить, допустим, на каком-то вашем мероприятии в рамках вашего социального проекта. Час моего выступления, ну, условно говоря, стоит 100 рублей. Я у вас выступаю 3 часа. Сколько я вложил? 300 рублей. Но я могу написать, что я готов бесплатно провести вот эти вот мастер-классы в течение 3 часов. Но в проект вы все равно вписываете сколько? 300, потому что я стою, и это мой вклад в ваш проект. Это обогащает ваш проект и показывает, что вы не просите всегда деньги. Вот самое главное, когда вы подаете заявки на гранты, на какие-то другие, ну, фандрайзинговые штуки, показать, что вы вкладываете что-то в проект. И мы всегда думаем, что вложение — это вот деньги, вот мы вкладываем. Ничего подобного. Любое вот материальное или профессиональное вложение — это тоже деньги. Ну и любой социальный проект имеет положительный эффект для целевой аудитории. Как измеряется положительный эффект? До-после. А в каких показателях? Количественных и качественных. Количественное — это что, например? Все, что можно посчитать. Поэтому, когда, допустим, подают заявки и пишут количественные показатели и забывают там указывать хотя бы какие-нибудь циферки, это всегда очень невыгодно показывает вас как специалиста по проектной деятельности. Всегда количественные показатели — это любая циферка. 1 единица, 1 мероприятие, 100 человек, там, не знаю, 10 площадок там, и так далее и тому подобное. А качественные показатели? Ну, например. Илин, какие у вас были качественные показатели? Результат. Хорошие отзывы, улучшение слоя. Например, Смотрите, улучшение родительских компетенций после проведения чего? Бесед, мероприятий, тренингов и так далее. И вот смотрите, два количественных показателя будет каких? Мы проводим тренинги с молодыми мамами. Какие 2 количественных показателя? И сколько мероприятий и сколько мам? А качественные показатели мы повысили уровень компетенций. Как это проверить? Опрос можно провести, конечно. То есть вы запускаете анкету, где задаете вопросы какие-то, да, и по галочкам. А еще? Отзывы, конечно, вы можете собирать. Вот. Поэтому это тоже очень важно фиксировать. Любому грантодателю важно понимать, что он вкладывает деньги не просто в пустоту, в какое-то пусть и хорошее, доброе мероприятие, а какая будет отдача, какой будет эффект. И как вы ему это представите, от этого очень многое зависит, как он будет оценивать ваш проект. Сам социальный проект выглядит примерно так. Мы взяли усредненное значение. Если вы посмотрите, то социальный проект очень похож на какую другую похожую структуру. Бизнес-план, конечно. Как видите, здесь название проекта, информация об авторе, ну, либо организации, обоснование социальной значимости проекта, на какую целевую аудиторию он рассчитан, какая цель, задача, география, сроки, качественные, количественные показатели, команда проекта, календарный план, бюджет и дальнейшее развитие проекта.
Любой социальный проект нацелен на решение конкретной проблемы, мы об этом уже говорили. Всегда должно быть наличие конкретного благополучателя, на кого ориентирован ваш проект. Всегда желательно наличие партнеров, причем партнеры могут быть просто как специалисты. Да? Любой, кто не работает в вашей организации, не состоит в команде вашего проекта, это ваш партнер. Всегда старайтесь партнериться с органами государственной или муниципальной власти, потому что у нас есть очень интересные примеры, показательные, к сожалению, отрицательно показательные, когда проводят очень хорошие мероприятия, только вот забыли обсудить это, допустим, с руководителем исполкома района. И получается такая картина, что некоммерческая организация выигрывает грант, хорошие деньги на обустройство площадки, все замечательно. Приходят в администрацию и говорят: пожалуйста, нам вот надо вот эту территорию. А им говорят: ребят, не получите, ну никак. Тут начинается ругань о том, что вот, значит, такие плохие руководители не поддерживают там инициативную группу и так далее и тому подобное. На самом деле беда заключалась совершенно в другом. Кто сообразит в чем? Ну, даже если они согласовали. Земля чужая, конечно. Земля не принадлежит муниципалитету. Это была федеральная земля. Вот и все. Проблема была только в том, что предварительно забыли это обсудить. Вот незадача. Да? Вот, кстати, деньги пришлось возвращать. Измеримый конечный результат, об этом мы уже говорили. Инновационность. Инновационность – это не всегда что-то вот прям супер прорывное. Это может быть всего лишь внедрение чего-то нового, оптимизация, новые подходы, новые методики и мультипликативность. Кто объяснит, что такое мультипликативность? Это называется двумя словами: масштабирование и тиражирование. Да, возможность развивать ваш проект. Как создаются социальные проекты? Вот, Элин, может, вы скажете, пока вот с вас начнем. Как родился ваш проект? Мы начали сначала с того, что просто арендовали квартиры для женщин, когда обращались мамы или беременные женщины, которым некуда пойти. И это была просто крыша над головой. А потом получилось так, что администрация Советского района города Казани вышла уже на нашу организацию с предложением создать в районе вот такой вот центр совместно. И мы совместно же написали заявку на грант. То есть, конечно, писали в основном мы, но они помогли именно письмами поддержки. Да? То есть конкретные договоренности были с администрацией о, например, спонсорской поддержке. Их спонсоры, их депутаты вот, и района поддержали какие-то... Если так далеко, то когда я столкнулась с проблемой абортов, а это было просто, когда я искала работу, и меня направили вот конкретное место, где люди занимаются решением проблемы абортов. И начала изучать эту тему, я поняла, что это серьезная социальная проблема, которую я раньше вообще не анализировала, недооценивала, и начала изучать это все в интернете, статистику. На тот момент в России, это было 7 лет назад, было более 1 миллиона абортов в год. И меня это ужаснуло, и я просто поняла, что я должна этим заниматься. То есть, что это такая проблема, которая лично меня заволновала. Скажите, откуда рождаются проекты? Вот смотрите, вот есть вы, есть проблема. Я пока связь... Да, вот есть вы, есть проблема, связи вот нет. Отлично. Да, выход неплохой, да, кстати. Но опять интерес в чем? Вот Элина столкнулась просто по работе. Вот она по работе столкнулась, она увидела эти ужасные цифры, ее это взволновало, и она решила этим заниматься. Это профессиональный подход. Как еще? Какая? Личный опыт, проблема касается тебя. Да, конечно. Это может быть проблема, пропущенная через вас. Обычно говорят через боль какую-то, да? Еще. Делиться жизненным опытом или опытом, который... Да, конечно, бывает. Когда человек в профессиональном плане развился уже, очень часто достаточно известные бизнесмены как минимум проводят что? Вот такие же мероприятия, да, и делятся опытом. Это своего рода тоже социальный проект. Еще.
А человеку-то от этого какая выгода? Ну, сейчас идет год там, да, сейчас национальный проект «Культура», да, вам вот от этого. Вы человек далекий, допустим, от театра, от искусства. Можно, да. Ну, смотрите, вот на самом деле, вот простой пример. Да. Можно ли оглашать по факту, что есть финансовая заинтересованность? А почему нельзя? У нас, кстати, очень часто думают, что если проект, ну, если не коммерческая организация, если не коммерческий проект, значит, человек все делает абсолютно бесплатно, альтруист. Замечательно. Мы кушаем из каких средств? Интересно. Я понимаю, хорошо, когда родители поддерживают там и прочее, да, замечательно. Или когда есть накопленный бизнес там, но в большинстве случаев это, к сожалению, далеко не так. Нам еще нужно одеваться, нам еще нужно перемещаться и так далее. Откуда все это брать? Поэтому вопрос того, что вы реализуете некоммерческий, социальный проект, там, допустим, в виде некоммерческой организации, и вы при этом не зарабатываете, на вас посмотрят как на... Почему тогда складывается такой стереотип, что нельзя об этом говорить и об этом не говорят? Знаете, вот смотрите, последний раз мы сейчас проводим совместно с Казанским федеральным университетом серию мероприятий, которые называются обобщенно «Социальная ярмарка», и мы там учим как раз вести некоммерческим организациям приносящую доход деятельность. Вот поднимите руки, кто из вас учится или учился в университетах? Замечательно. Да будет для вас открыто, что каждое учебное заведение – это некоммерческая организация. Да? А теперь поднимите руки, кто учился платно. Вот вам простой ответ. Нужно платить как минимум преподавателям за помещение, за коммунальные платежи и так далее. В этом нет ничего зазорного. Когда вы работаете там с детьми с инвалидностью, допустим, вы привлекаете специалиста, любой нормальный специалист будет брать за это деньги. Да, это нормально, он специалист. Поэтому, когда вы, допустим, берете деньги с родителей за проведение реабилитационных процедур, это тоже нормально. Другое дело, когда вы партнеритесь с государством, когда вы реализуете какие-то грантовые проекты и прибавляете себе дополнительные средства, которые позволяют, допустим, уменьшать стоимость услуг для самих родителей. Так вот, отошли немного. Вернемся. Кристина, город Урусу, это край географии Республики Татарстан. Есть кто-нибудь оттуда, кстати? Может, есть. Вот она жила себе в этом поселке, у них была заброшенная территория перед местным, там, по-моему, домом культуры. Ей это просто надоело. Вот откуда рождается проект. Она увидела похожие проекты в других городах, и она решила своими силами, что называется, из досок и палок создать площадку. На этой неделе Кристина получила от Татнефти грант на развитие вот этого своего пространства, места встречи. Поэтому всегда, когда вы делаете какой-либо проект, старайтесь привлекать единомышленников, партнеров и наставников, тех, кто будет вами все-таки немного помогать руководить, продвигать, потому что в профессиональном плане просто можете немного зашиться. Следующий проект – это процесс, а значит это развитие. Ваш проект всегда должен развиваться во времени. Что-то новое, что-то интересное. Элина вот в этом году форум большой затеяла, там дальше еще что-то будет, и так далее. То есть постоянно нужно двигаться вперед. Собственно говоря, ничем от бизнеса не отличается. Используйте лучшие практики, адаптируйте их к местным условиям. Фандрайзинг, фандрайзинг говорю, франшиза, франчайзинг, кто слышал? Что такое франшиза? Ну да, вы покупаете у кого-то, и да, это не всегда к нашей действительности относится. Допустим, Игорь Манн написал в своей книге, есть еще такое понятие, как бенчмаркетинг. Это что у нас? Перенятие опыта. Перенятие опыта. Вот так вот, Игорь Манн написал «зырить и тырить».
Ну, в хорошем смысле, конечно же, потому что на самом деле ничего нового практически под Луной у нас нет. Это известная давняя фраза. Уже все давно придумано на нас. Мы можем просто использовать действительно хороший опыт, хорошие практики. Причем это не обязательно российские, это могут быть и зарубежные. И применять их на себя. Вот Кристина таким способом очень даже помогла своему родному населенному пункту вот именно в развитии территории, в вовлечении людей, молодежи, пожилых, да, в вот это вот общение, в проведении каких-то совместных мероприятий. И становитесь сами бенчмарком в социальной сфере, чтобы вас узнавали, чтобы ваш опыт хотели перенять. Мы очень часто сталкиваемся с тем, что к нам в Республику Татарстан приезжают из других регионов и смотрят, как у нас организован тот или иной социальный проект, та или иная некоммерческая организация. Вот вам 3 примера. Руки поднимите, кто хоть про одну из них слышал. Про что слышал? Что такое зеленый фитнес? Да, конечно. Это занятие фитнесом в парках и скверах. Зеленый, потому что на природе. Фитнес, потому что занятие. Как создавался каждый из этих социальных проектов? Благотворительный фонд «Сила в детях». Это как раз когда была личная трагедия, семейная пара. Кстати, все 3 проекта организовали люди до 30 лет. То есть это по меркам России, это молодежь. Да? Вот своя боль. Семейная пара, у них рождается ребенок с диагнозом ДЦП. Они его возят по всяким реабилитационным центрам, немеренные деньги вкладывают в его реабилитацию и понимают, что они своему ребенку все эти процедуры недостаточно для него, они им не кажутся качественными, и потом это нужно мотаться по другим городам. И они организовали свой реабилитационный центр, который носит название «Сила в детях», и сейчас приглашают специалистов, действительно опытные практики, причем не только из Татарстана, они приглашают и из других регионов. Они организовали свой благотворительный фонд. И вот пример того, как социальный проект масштабировался, потому что у них сейчас уже 3 реабилитационных центра, 2 в Казани, 1 в Нижнекамске. Их поддерживает государство в лице Министерства труда, потому что Минтруд передал им свои помещения в безвозмездное пользование. Да, представляете, помещение — это какие затраты сразу же убираются из расходов. Плюс их поддержала компания «Татнефть». Они тоже выиграли грант на этой неделе, им вручали. И, кстати, Илина, я забыл сказать, Илина же тоже у нас грант получил на этой неделе, так что можете ее поздравить. И причем Татнефть вкладывалась не только в виде грантовых средств, они поверили в то, что, допустим, в городе Лениногорск, Республике Татарстан, можно создать и развивать такой же реабилитационный центр для юго-востока нашей республики. И они вложили средства в ремонт помещений. 2-этажное здание, там порядка 6 миллионов. То есть вот понимаете, когда ваш проект, вы его развиваете, к нему все равно люди начинают подтягиваться. Они понимают, что вы делаете правильное дело, и вам нужна немного помощи, немного поддержки. И со стороны государства, и со стороны крупного бизнеса. Зеленый фитнес, на самом деле они называются автономная некоммерческая организация корпорации активной молодежи. Проект Димитров Мурат, проект, который родился из его волонтерства на самом деле. Будучи студентом, волонтерствовал на всяких спортивных мероприятиях. Потом он написал дипломную работу по этому проекту. Потом они вот вместе с капитаном Грантов, кстати, который сегодня отсутствует, начали развивать этот проект. Подавались на гранты. Но, как вы думаете, сколько прошло времени после того, как они вот начали и получили первый грант? Не-не-не, ну 2 года. Представляете, 2 года они как-то своими силами пытались и прочее. Но вопрос, опять-таки, в зал. Для чего нужен еще проект? Для чего важно ваши мысли упорядочить, ваши идеи упорядочить? Для самих себя, да, а еще для других. Ну, это да, то есть вы выстраиваете план, стратегию для себя, но и для других.
Вот смотрите, у них первые деньги, крупные деньги, которые они привлекли, это была тоже компания «Татнефть». И так получилось, что в Казани ежегодно проходит форум «Наш Татарстан». Они там выставлялись среди участников, и проходили президент и представители крупного бизнеса, в том числе и «Татнефть». У них была возможность сделать так называемую лифтовую презентацию. Что такое лифтовая презентация? Кто слышит? Когда мой проект входит в протокол. Нет, это хорошо, это вообще отлично. Но это отличный лифт, но лифтовая презентация это немного... 2 минуты. Ограниченное время. Вы представьте, что у вас есть возможность, вы зашли в высотку, да, Москва-Сити, в лифт с каким-нибудь инвестором, и пока вы едете наверх, да, есть вариант, конечно, приставить нож к горлу, да, но лучше рассказать про свой проект. И нужно это сделать быстро. И теперь представьте, у вас нет проекта, в голове каша. Что вы будете говорить? Вот у нас мы и так далее. На этом лифт откроется, и все прошли. Вот, поэтому это очень важно. Ну и еще один, ну и вот у них было буквально 30 секунд, они рассказали про свой проект и получили 1,5 миллиона, вот их первые большие крупные деньги на проект. Естественно, эти деньги были представлены в том числе как софинансирование на будущее, и первый их крупный грант, это вообще один из крупнейших грантов, который у нас в Татарстане был получен, почти 9 миллионов фонд президентских грантов. Представляете, вот спустя 2 года, что они не получали гранты, потом по чуть-чуть, и фактически в 2017 году, вот через 2 года они так выстрелили. Сейчас, кстати, они тоже подали заявку на президентский грант. Дай бог памяти, по-моему, уже 44 города по России у них вовлечены в их проект. И Интегра Тур, общественная организация, региональная общественная организация, интеграция. Это туристическая фирма для людей с ограниченными возможностями здоровья, ну, прежде всего для инвалидов-колясочников. Павел Кочкарев, опять-таки, молодой человек до 30 лет, откуда родился проект. Он сам инвалид-колясочник. И он понял, что, допустим, у нас в Казани нужно развивать маршруты для таких же, как он. Доступная среда, возможности и так далее и тому подобное. Вот момент, когда не нужно ничего бояться. Мы очень часто упускаем наши возможности, потому что мы боимся, мы думаем, что наш проект еще недостаточно хорош, мы его не проработали, там и так далее, мы еще не готовы и прочее. Форум «Наш Татарстан», Павел Кочкарев, участник форума, проходит президент, правильно было сказано, президент у нас дает поручение в протокол, он подходит к Павлу Кочкареву, тот рассказывает про свой проект, и что он просит? Денег просить это самое простое и самое неблагодарное на самом деле. Нет. Что нужно для того, чтобы микроавтобус специально оборудованный для перевозки людей на колясках. Через энное количество времени такой микроавтобус, по-моему, за 3,5 миллиона был передан Павлу в пользование. То есть вот видите, опять-таки вопрос того, что есть проект, четко выстроенный, в нужное время, в нужном месте, нужному человеку он был представлен. И был обязательно запрос, что нужно, да, что и для чего самое главное нужно. Обоснование этого. Не деньги, потому что деньги это самое простое, а что-то, ну, хотя можно и деньги, но с четким обоснованием, на что вы их будете тратить. Все эти проекты зарегистрированы как некоммерческие организации. Что такое некоммерческая организация? Организация, не имеющая основной целью извлечения прибыли. Вот опять-таки вопрос, как так? Мы не извлекаем прибыль? Это же не означает, что мы не зарабатываем. Прибыль в коммерческих организациях куда уходит чистая прибыль? Собственникам, учредителям, да, распределяется среди учредителей. Учредители могут вложить в бизнес, а могут вывести, да. У некоммерческой организации вся прибыль идет куда? В развитие, на уставную деятельность. Причем мы опять-таки забываем, что уставная деятельность это все равно вклад, в том числе и в собственных сотрудников, да. Это какие-то дополнительные бонусы, премии, выплаты и так далее. Это вклад в материально-техническую базу, вклад в приобретение помещений, оборудования
и прочее. Но есть еще такое понятие, как социально ориентированная некоммерческая организация, ее сокращенно СОНКО. Вот политическая партия – это некоммерческая организация, профсоюз – это некоммерческая организация. Любая церковь и мечеть, которую вы видите, каждая из них – это некоммерческая организация. У нас в Республике Татарстан зарегистрировано более 5500 некоммерческих организаций, больше половины из которых это именно религиозные. Именно потому, что любая вот церковь и мечеть там, и прочее, это все отдельные некоммерческие организации. Социально ориентированная некоммерческая организация – это та же НКО, но осуществляющая деятельность, направленная на решение социальных проблем. Есть отдельный закон о некоммерческих организациях, там есть статья 31.1, и там есть перечень из 18 пунктов, какая организация, какой вид деятельности считается социально ориентированным. Мы всегда говорим, вот когда вы захотите создать некоммерческую организацию, чтобы претендовать на гранты без проблем вообще, чтобы вас по формальному признаку не отсеяли, обязательно хотя бы один из пунктов из этой статьи у вас в уставе должен быть прописан. Сейчас очень активно развиваются молодежные движения, и государство вкладывает в молодежь. Да, вы, наверное, слышали, такая структура Росмолодежь, у которой ежегодно гранты физическим лицам и некоммерческим организациям. Министерство по делам молодежи Республики Татарстан тоже ежегодно проводит свои гранты. Но, как правило, большинство грантов для некоммерческих организаций молодежных именно для молодежных общественных объединений. Не каждая организация, которая называет себя молодежной, таковой является. Вот есть закон об общественных объединениях и есть порядок формирования данных организаций, членства в данных организациях. Мы на это всегда обращаем внимание, потому что когда вы регистрируетесь, вы изначально должны правильно подойти к вопросу. То есть юридически продуманные вот эти все моменты должны быть. Потому что, конечно, вы сначала заплатите 4000 госпошлины, зарегистрируетесь, потом подадите заявку на грант, вам откажут по какому-нибудь формальному признаку, потому что у вас вот чего-то такого нет. Вам нужно будет вносить изменения, а значит дополнительно платить еще одну госпошлину. Да? Вот организация, от которой Егор один раз подавал грант, подавали они в Министерство молодежи Республики Татарстан, им было отказано по формальному признаку. Почему? Потому что в уставе отсутствовала запись, фраза всего лишь, что организация там объединяет людей от 14 до 30 лет. Ну, я, конечно, утрирую, но примерно вот так вот. Да, то есть вот по конкурсной документации было так, а в уставе этого не было зафиксировано. Отказано по формальному признаку. Поэтому мы живем с вами все-таки в правовом государстве. Все должно быть изначально четко выверено. Наш центр, допустим, проводит семинары, как создать некоммерческую организацию. У нас есть методические рекомендации, ну, наши контакты будут позже, они все в открытом доступе, сможете скачать и пользоваться. Важно сразу подойти правильно к организации своей некоммерческой организации. Не, здесь абсолютно... Вы смотрите, в принципе, в большинстве своем все, что касается налогового законодательства, у некоммерческих организаций поблажек особых нет. Все то же самое. Да. Другое дело, что все зависит от того, какую систему налогообложения вы выберете. Конечно. И это тоже очень важный вопрос. Абсолютно все то же самое. Есть некоторые послабления. Допустим, если организация оказывает социальные услуги, и это ее основной вид деятельности, она освобождается от налога на прибыль. Если это образовательная организация, которая имеет лицензию на право осуществления образовательной деятельности, и основной доход поступает именно от этого вида деятельности, она тоже освобождена от налога на прибыль. То есть есть определенные послабления, но чтобы их получить, нужно тоже определенные требования соблюдать. Вот, поэтому это все в каждом частном случае рассматривается отдельно. Идем дальше. Вот когда к нам приходят, мы всегда, ну вот я хочу создать там некоммерческую организацию или еще что-то, вот мы всегда спрашиваем, какую проблему вы хотите решить, для чего вам это нужно и какие ресурсы у вас есть. Вот если вы для себя на третьих вопросов ответите, вы можете делать следующий шаг.
Какую проблему каждый из вас хочет решить? Для чего вам это нужно? Вот прям поставьте, причем, конечно, здесь не один пункт должен быть, а несколько, да, потому что вы не забывайте, что вы себя обеспечивать тоже должны. Да, какая высокая цель, какая реальная цель. Ну и какие ресурсы у вас для этого есть. Смотрите, любой некоммерческий проект вы можете развивать через вы можете развивать как физическое лицо. В этом все нормально, здесь ничего страшного нет, но есть некоторые ограничения. Какого характера? Наверное, не более 100 тысяч гривен. Ну, если вы физическое лицо, вы в принципе не имеете права собирать других деньги. Это может подпасть под определение незаконного предпринимательства, это уже ответственно. И те, кто к нам приходит, так и говорят, мы уже проводим мероприятия, мы собираем какие-то взносы, и нам уже откровенно побаиваемся, как бы кто нас за руку не схватил. Плюс есть некоторые проекты, которые все равно количество грантов и конкурсов для физических лиц ограничено. И привлечь средства даже от организации всегда сложно на физическое лицо. Организация готова, допустим, переводить деньги в другую организацию, другому юридическому лицу. А вы говорите, а у меня нет. Ну, извините, да? Иначе это попахивает таким отмыванием денег. Ну и следующий момент, когда вы хотите реально все-таки выйти на уровень партнерства, когда вы организация, когда вы структура, не просто частное лицо, а все-таки юридическое лицо, которое может партнериться как с бизнесом, так и с государством, в госорганах и муниципальных. Следующий момент – это крупный бизнес. Вот пример Татнефти, или, допустим, Лукойла и других крупных компаний показывают, что крупный бизнес готов вкладываться. Есть такое понятие, как корпоративная социальная ответственность. Когда организации поддерживают не только своих сотрудников, но и некоммерческие проекты. Ну вот, в частности, Татнефть открыли благотворительный фонд Татнефть и проводят ежегодно, уже 4 года, вот этот свой конкурс «Энергия добра». Есть компания Лукойл, которая ежегодно тоже проводит конкурс грантов, можно в нем участвовать. И они также поддерживают проекты. Есть, допустим, другие примеры, когда частный фонд «Наше будущее», ну, правда, его учредил глава Лукойла, они поддерживают социальные проекты, но социально-предпринимательские проекты. Они выдают средства, беспроцентные займы социально ориентированному бизнесу. Тем самым они немного другую задачу решают. Когда они вкладывают такой эффект снежного кома. Они вложили средства в бизнес, бизнес вложил в дело, расширил возможность оказывать какую-то поддержку к определенному населению, но при этом они на этом зарабатывают. Просто расширили их возможности. Кто-то купил помещение, кто-то купил оборудование и так далее и тому подобное. И так, как снежный ком накапливается. А там, получается, вносятся какие-то поправки? Я понимаю, вы говорите, что снежный ком растет, да? Вот если крупная корпорация готова сотрудничать. А как это проявляется на бумаге? На бумаге это никак не проявляется. Просто когда вам дают деньги, вот у вас есть какой-то свой проект, вам не хватает ресурсов коммерческий проект, но в социальной сфере. Но у вас не хватает ресурсов вот здесь и сейчас. Но у вас не хватает ресурсов, чтобы, допустим, провести ремонт помещений и расширить клиентскую базу, да, чтобы у вас больше людей. У вас не хватает средств, чтобы купить дополнительное оборудование, допустим, для того, чтобы увеличить количество услуг. У вас не хватает средств для того, чтобы нанять более качественных специалистов. Или тиражировать свой проект на другой регион, да, открыть еще одну точку. Когда вам эти деньги передают, вы это делаете, значит, вы расширяете количество своих услуг и количество благополучателей. Поэтому направлений много. Ну и субъекты малого и среднего предпринимательства, индивидуальные предприниматели, ООшки, они тоже могут реализовывать социальные проекты. Это может быть как раз в формате
формате социального предпринимательства, либо в формате учрежденной некоммерческой организации. Благотворительный фонд «Сила в детях». Некоммерческая организация, но у них есть еще ООО «Логос». Автономная некоммерческая организация корпорация активной молодежи. У них есть индивидуальный предприниматель Димитров Мурат, который все это организовал. Региональная общественная организация «Интеграция». У Павла Кочкарева есть свое общество с ограниченной ответственностью. То есть на самом деле, опять-таки, в вопросах фандрайзинга, привлечения средств, все средства хороши. Вопрос, я немножко повторю по поводу этого. Деловым цветком, и там есть такая статья, что я не могу ничего делиться. Мне вот про статью не ошибся. Как учить? Абсолютно просто. Вы, допустим, индивидуальный предприниматель, вы можете учредить некоммерческую организацию. Вы индивидуальный предприниматель, но вы еще и физическое лицо, вы учреждаете некоммерческую организацию. Вы общество с ограниченной ответственностью, вы решили учредить некоммерческую организацию. И наоборот, возможно. Есть у некоммерческих организаций две, вот этого по нашему законодательству, два направления. Одно приносящая доход деятельность, а другая предпринимательская деятельность. Вот приносящая доход деятельность – это деятельность, которой занимается сама некоммерческая организация. Она оказывает платные услуги, получает за это деньги, это называется приносящая доход деятельность. Но, допустим, не всеми видами деятельности может заниматься некоммерческая организация. Вот для того, чтобы заниматься, допустим, теми видами деятельности, которые она может учредить, допустим, общество с ограниченной ответственностью. Учредителем выступить этого общества и как учредитель получать прибыль, которая распределяется среди учредителей. Правильно? А вот получается, оформить как юридический лицо уже нельзя. Ну вот вы учреждаете общество с ограниченной ответственностью, это другое юридическое лицо. То есть схем, на самом деле, схемы разные, и надо смотреть, все зависит от видов деятельности. Чем вы занимаетесь, чем вы хотите заниматься, и как это связано или не связано с деятельностью некоммерческих организаций. При этом самое важное – это не только социальное воздействие, и не столько. Это ваша финансовая устойчивость и самоокупаемость. Вот эти два момента, которые позволяют вам не выгореть как специалисту. Я хочу сказать, что, допустим, у нас в Республике Татарстан есть целая, формируется экосистема поддержки некоммерческих проектов, некоммерческих организаций. Вот это вот наша эмблема, Центр инноваций и социальной сферы. Мы входим в состав Фонда поддержки предпринимательства. Фонд поддержки предпринимательства занимается поддержкой, в том числе и социальных предпринимателей. Я вам уже сказал, что это очень связано. У нас есть профильные министерства социальной сферы. Это Министерство труда, Министерство культуры, Министерство образования, здравоохранения, по делам молодежи, спорту. У нас есть Министерство экономики, которое, в принципе, курирует все финансовые потоки, да, и в том числе наша деятельность финансируется из Министерства экономики. У нас есть общественная палата. В каждом регионе есть общественная палата. Это мощнейший институт поддержки гражданского общества, в том числе и в виде некоммерческих организаций и проектов некоммерческих организаций. В Татарстане у нас есть Казанский федеральный университет, который по распоряжению Министерства образования Российской Федерации получил статус университетского центра социального развития. Мы всегда говорим, что вот образование – это главное, что человек может получить, фундаментальная поддержка, которая позволяет ему дальше двигаться. И все наши образовательные проекты мы реализуем на базе Казанского федерального университета. Есть федеральные институты поддержки. Вот здесь мы привели фонд «Наше будущее», я вам сегодня об этом говорил. Здесь может быть агентство стратегических инициатив, другие фонды, другие организации. Главное, что это те, кто находится за периметром республики. Почему это важно? Здесь может быть фонд президентских грантов. Потому что некоммерческая организация, как партнер государства, участвуя в грантах, привлекает средства. Привлечение средств – это что? Привлечение чего? Капитал. Инвестиций. И если вы их получаете
Ну вот даже Татнефть выдала средства, да, или у нас вчера был последний день гранты Министерства экономики, прием заявок. Это все равно деньги, которые крутятся у нас в республике. Но когда организация получает деньги из фонда президентских грантов, это инвестиции извне в экономику республики, из федерального, да, бюджета. И мы всегда говорим, особенно на малых территориях, что исполкомы, да, муниципалитеты на такие организации молиться должны, потому что это они привлекают средства в район. Они этими средствами позволяют делать то, на что у власти не хватает иногда средств, ну иногда и времени. Вот. Поэтому это очень важно. Вообще у нас в Татарстане достаточно много центров, которые так или иначе поддерживают некоммерческие организации, людей инициативных, которые развивают проекты. Ну вот это мы. Вот в Альметьевске есть такой же центр «Вертикаль». У нас в Казани есть городской центр образования, который занимается вопросами инклюзии. Слышали, наверное, «Добрая Казань». Они работают как ресурсный центр развития благотворительности. У нас есть специализированные центры. Да? Мы живем в Исламской Республике, и при Казанском федеральном университете есть ресурсный центр по развитию исламского и исламоведческого образования. Ну и так далее. То есть на самом деле мест, куда можно обратиться за поддержкой, достаточно много. Нужно просто про них знать и понимать, кто какой вопрос решает. И не бояться туда обращаться. Ну, вообще в каждом регионе создается свой центр, должен быть создан свой центр инноваций социальной сферы, который занимается вопросами социального предпринимательства. Практически в каждом регионе должны быть свои ресурсные центры поддержки некоммерческих организаций. Обязательно в каждом регионе есть общественная палата, и нужно просто смотреть и искать. А нужно просто один раз сходить. К нам очень часто приходят и говорят, ну вообще вот случайно увидел объявление там. Мы раз в месяц проводим открытые встречи, вот так, пожалуйста, любой желающий может прийти. Ой, я там увидел где-то на сайте объявление, решила зайти, узнать, что это такое. Оказывается, это интересно, у меня есть идеи, давайте попробуем что-нибудь сделать. Ну, давайте попробуем. То есть иногда вот совершенно случайно, но, как в одном мультике говорилось, случайности не случайно. Это как раз к фразе философа Сенеки «Удача там, где подготовленность встречается с возможностью». Когда у вас в голове есть идея, которую вы переработали в проект, возможность когда-нибудь появится. Надо только не бояться. Но вы всегда с ней готовы. Вы всегда, вот этот вот вопрос лифтовой презентации, вы всегда сможете свою идею озвучить. Ну, либо перевести на лист бумаги и подать заявку. Ну, либо в электронном виде. И привлечь средства. Ну а теперь непосредственно про фандрайзинг. Фандрайзинг – это целенаправленный поиск средств, ресурсов. Не забывайте, что не обязательно денежные средства, это могут быть разные, да, ресурсы, под реализацию социально значимых проектов и деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций. Как правило, фандрайзинг – это, конечно, привлечение безвозвратных средств, в том числе и благотворительности. Ну и есть такое понятие, как фандрайзер, тот, кто занимается поиском таких средств. Вообще в крупных организациях некоммерческих есть отдельный специалист, который этим занимается. Егор Райфиков, капитан грантов, по сути дела, фандрайзер проекта «Зеленый фитнес». Именно он ищет ресурсы, возможности и подает туда, формирует заявки и подает их туда. Благотворительный фонд «Сила в детях» очень долгое время сидели чисто на своей коммерческой деятельности, пока не поняли, что гранты – это здорово, это дополнительные возможности. И вот сейчас у них работает специалист, который тоже этим занимается, постоянно где-то что-то ищет, участвует, подает заявки, к нам обращается, там письмо поддержки или еще что-нибудь. Пожалуйста. Конечно, да, и это нормально абсолютно. Так и делается. Есть команда проекта, и он за свою работу получает средства. Давайте. Ну, это продолжение. Любой проект, это вот проект, пока это ваша идея, ну пусть даже на листе бумаги, пока нет средств и ресурсов на ее реализацию. Где взять средства и как взять?
Мы даже сталкивались с тем, что, ну, я, собственно, не противник этого. Есть организации, люди, которые пишут проекты, заявки, и они на этом зарабатывают деньги. И у нас иногда к нам приходят и спрашивают: Антон, а не подскажете кого-нибудь, не порекомендуете, кто пишет заявки на грант? У нас нет времени, мы не понимаем, мы не разбираемся, ну и так далее. Ну вот и прочее, прочее. Я вообще провожу аналогию с подготовкой дипломной работы. Вот по чесноку, кто из вас сам писал дипломную работу? Ну вот, да. Я, в принципе, не вижу ничего зазорного в том, что дипломная работа куплена. Я сам в свое время, работая в институте, был руководителем дипломной работы. Всегда видно, кто писал сам, кто где-то заказывал. Для меня, как для руководителя, важно что? Чтобы понимал и чтобы мог защититься, правильно. Чтобы сам человек понимал и мог защититься. Примерно то же самое с грантами, заявками на гранты. Важно, чтобы вы понимали, что там написано, да, и потом все было правильно для защиты, да, для того, чтобы эксперты это оценили. А когда к нам, мы сами не пишем, вот это сразу, то есть можете сразу все попытки оставить. Мы не пишем заявки. Почему? Потому что я всегда говорю: ребят, у нас очень бурная фантазия, мы вам сейчас нафантазируем. Ладно, вы выиграете, но вам же потом нашу фантазию надо будет реализовывать, а потом еще за нашу фантазию отчитываться. Вот, после этого они как-то все сникают и уходят. Но, значит, такое бывает. Здесь самое главное понять, что кто сколько денег берет на самом деле. И бывают иногда очень такие случаи, там 50 тысяч и без гарантии, безо всего. Ребят, ну там, ну пожалуйста, ну... то есть внимательно это тоже просчитывайте. Итак, 5 принципов фандрайзинга, причем любого. Вообще фандрайзинг, как любое гуманитарное направление, возможностей, подходов очень много, да, это же не точная математика. Люди дают деньги людям. Вы, когда разговариваете, вы сами, вот вы человек, вы через себя эту проблему пропустили, пусть вы ее изложили на бумаге, но вы сами ее излагаете. А деньги дают люди, не организация дает. Ваш проект читает кто? Человек, эксперт. Поэтому вы, как человек, обращаетесь к эксперту как к человеку. Поэтому всегда рекомендуется писать своим языком, не использовать какие-то шаблонные фразы, научные там выражения и прочее. Пишите от себя, через душу. Люди дают деньги, потому что хотят. Если они не хотят, что вы не как бы вот вы и подо что бы не захотят. Обращайтесь в те организации, которые реализуют грантовые проекты, которые в этом направлении работают. Вы про них, допустим, слышали, знали и прочее. Может быть, вы где-то прочитали, что какой-нибудь бизнесмен поддержал какой-то проект. Если он поддержал один раз, возможно, его заинтересует и ваш проект. Не стесняйтесь обращаться. Люди дают деньги только тогда, когда их об этом просят. Вот это вот у меня будет слайд, пример того, что люди просто не боятся. Я всегда говорю, вам никто никогда ничего не даст, если вы ни разу не подали никакую заявку. Да? То есть, это наивно думать. Люди дают деньги на финансирование возможностей, а не потребностей. Всегда, когда мы часто встречаемся с тем, что некоммерческая организация изначально ставит себя, ниже бизнеса, ниже грантодателя, вот с протянутой рукой, вот нам надо, вот у нас помещений не хватает, вот и так далее. Вы говорите о ваших потребностях, и вы сразу же ниже себя ставите, и на вас будут смотреть сверху вниз. Как-то так, Когда вы ставите себя на равных, вы говорите о возможностях, что вы дадите, что вы улучшите, что вы сделаете, да, и на это гораздо больше дают. Именно из этого вытекает следующее. Люди дают деньги успеху, а не нужде. Да, вы говорите о успехе, что будет, какие достижения, что вы сделаете, как вы измените экологию, как вы благоустроите территорию, как у вас бабушки с дедушками будут заниматься на вашей спортивной площадке, да, и так далее и тому подобное. Откуда можно взять средств? Обычно говорят, количество источников ограничено, это не так. Есть гранты,
Есть конкурсы, ну, по сути дела, гранты это и есть конкурсные программы. Могут частные лица финансировать. Коммерческое партнерство, когда вы партнеритесь с бизнесом, и он решает свою, допустим, имиджевую задачу за ваш счет, а вы получаете средства и ресурсы на развитие. Вы можете привлекать средства в рамках мероприятий. Да, допустим, вы проводите мероприятие, вы собираете оргвзнос на участие. Вы можете с государством, причем опять-таки не напрямую, у нас сейчас есть программы государственного частного партнерства, муниципального частного партнерства, когда под ваши проекты могут передаваться какие-либо, допустим, помещения, земельные участки и так далее. Это платные услуги, это продажа товаров, то, что называется приносящий доход деятельность. И не забывайте, что как юридическое лицо вы можете участвовать в различных тендерах, госзакупках и так далее. Это тоже возможность привлекать средства. Простой пример. Некоммерческая организация, которая занимается работой с осужденными, выигрывает тендер на пошив строительных варежек. Кому заказывают пошив? Где он обшивается? Конечно, да. Вот вам простой пример. Откуда привлечь средства? Вот мы, когда есть один у нас проект, компания, благотворительный фонд «Акбар Созидание» ежегодно проводит занятия для детей из детских домов. Проект называется «Благо предпринимателя». Они их учат финансовой грамотности и так далее. Вот очень интересно с детьми разговаривать, откуда же можно взять средства на свой проект. Акбар Созидание, благотворительный фонд, с детьми из детских домов проводит вот такие программы, и мы начинаем фантазировать. На самом деле возможностей очень много, не все они, конечно, законные, но мы же не исключаем такой возможности. Да, конечно, это собственные средства, друзья, родственники, родители там и так далее. Мужья иногда у нас помогают в социальных проектах своих жен. Тоже вариант не исключается. И другие направления. То есть на самом деле их тоже очень много. Опять-таки нужно про них знать и не бояться. Есть краудфандинговая площадка planeta.ru. Да, что такое краудфандинг? Сбор средств, да. А с кого собирают? С людей, да. Кому ваш проект интересен? Но сбор средств с людей, которым интересен ваш проект или которые готовы вложиться, это называется благотворительностью. Почему это краудфандинг? Взамен что-то получают, конечно. Не все проекты на этой площадке заходят, что называется. Вот, допустим, проект «Зеленый фитнес» не зашел. Они собрали 2000 рублей, по-моему, на свой проект. На этом они закончили экспериментировать и занимаются совершенно в другом направлении. Да, конечно, там же по условиям, если вы менее 50% набрали, нужно вернуть. Чем хорош краудфандинг? Не только тем, что вы привлечете средства, но и тем, что за вами будет закреплен специалист этой площадки, с которым вы свой проект сможете доработать, прежде чем его там разместить. Опять-таки, мы возвращаемся к слову проект, проектная деятельность. Да? Самый лакомый кусочек, конечно, для некоммерческих организаций – это различные конкурсы и гранты. Первая строчка. Фонд президентских грантов ежегодно не менее 8 миллиардов рублей разыгрывается. В прошлом году некоммерческие организации из Республики Татарстан собрали, дай бог памяти, 174 миллиона на свои проекты. В этом году, пока закончился первый конкурс, они привлекли уже 74 миллиона. Это очень большие средства. Дальше у нас есть свои республиканские конкурсы, и в принципе в каждом субъекте России есть такие конкурсы, их проводят, как правильно, профильные министерства. У нас это Министерство экономики, Министерство труда, Министерство молодежи, Министерство культуры, Министерство образования, Министерство экологии, допустим. Другое дело, что суммы разные. Допустим, если Министерство экологии там 2 миллиона разыгрывает, то Министерство экономики 35 миллионов. Да, есть разница. У нас также есть компания «Татнефть», которая в этом году 64 с лишним миллиона раздала на 126, по-моему, проектов.
У нас есть компания «Лукойл», которая в Татарстане и в Самарской области ежегодно разыгрывает гранты тоже. «Лукойл» не дает физическим лицам, по-моему, «Татнефть» дает физическим лицам. Это вот очень важное отличие. И здесь очень важен еще вопрос прозрачности. Фонд президентских грантов абсолютно прозрачен. К вопросу про зырить и тырить, когда к нам приходят и говорят, вот наш проект, как понять, интересен он будет, неинтересен, получит он финансирование или не получит. Мы даем простой совет. Набираете фонд президентских грантов, там есть вкладка «Проекты», там есть строка поиска по ключевому слову, проводите просто мониторинг, анализ. Вообще, вот ваш проект зайдет или не зайдет. Простой пример. К нам недавно обратился профсоюз и спрашивает, а вот профсоюзам вообще дают грант или нет? Мы что сделали? Мы зашли, мы набрали ключевое слово «профсоюз», и мы нашли, что действительно в фонд президентских грантов подавались профсоюзы, но их количество хватит пальцев двух рук, чтобы посчитать. И они получали гранты, но там уже на пальцах одной руки хватит посчитать. Но это возможно. То есть вот вопрос о том, что промониторили, можем или не можем. Дальше мы смотрим, если так мало профсоюзов подавалось, значит это не просто так. Мы залазим в устав и смотрим, соответствует ли уставная деятельность закону о некоммерческих организациях, статья 31.1, социально ориентированная деятельность. И видим, нет, не соответствует. Мы говорим, ребят, вы потенциально участвовать можете, прецеденты есть, но вам нужно для этого поменять устав и свои виды деятельности. Вот и все. По поводу «Татнефть» и «Лукойла», я смотрю на гранты, у них есть такой пункт, что 30% должно быть своих средств или увеличенных средств. Это называется финансирование. Да, то есть как с этим быть? Я вам этого не говорил, вы этого не слышали. Я буду все отрицать. Грантодатели проверяют расходование средств, которые они выдали. Я думаю, вы все правильно поняли. Иногда нужно, вот это вопрос опять-таки монетизации. Мы всегда любим приводить пример. Вот вы проводите спортивное мероприятие, компания «Ара» вам готова выделить 1000 бутылочек вот этой питьевой воды на ваше мероприятие. Они вам дают эту воду бесплатно, но каждая бутылочка стоит 15 рублей. Они вам дают 1000 бутылочек. Сколько их вклад? 15 тысяч. Это как раз то финансирование, которое вы записываете. И так далее. Все, что я вам говорил. Стул стоит 2000, это тоже софинансирование. Вы все монетизируете, компьютер, аренда помещения, привлеченный специалист, который бесплатно. Вот это то, что называется софинансирование. Волонтеры работают бесплатно, они потому и волонтеры. А это уже другой вопрос. Это не работа волонтера, это обеспечение их деятельности. Кормление, проезд, униформа, это все, да, это можно. Вопрос такой, на вашей практике, если человек получает грант или кого, да, какая ответственность организации? Значит, они несут ответственность по достижению, по выполнению тех мероприятий, которые они заявили в календарном плане. У них лежит ответственность на расходование средств ровно на те статьи, которые они указали, и достижение качественных и количественных показателей. В противном случае грантодатель имеет право взыскать полностью или часть тех средств, которые вам были выделены. Это тоже очень важный момент. Ну, с физическими лицами немного попроще, с юридическими посложнее, потому что очень часто бывает, что, допустим, вам нужно провести тиражирование, да, какого-то раздаточного материала. Вы заключили договор с организацией, либо с индивидуальным предпринимателем, он вам что-то напечатал, вы приложили к отчету договор, вот эти напечатанные листочки и прочее, прочее. Грантодатель проверяет виды деятельности данной организации, АКВЭД, по АКВЭДам. И выясняется, что среди АКВЭДов нет типографских услуг. То есть организация такие услуги оказывать не могла. Все, у вас могут эту сумму не засчитать в расходы. Вот Элина головой кивает, она сталкивалась с отчетностью. На самом деле,
подать заявку и выиграть — это всего лишь вот малая часть. Сложнее, конечно, это все провести, но это не главное. Очень важно правильно отчитаться за все это, да. Вот. Причем ваша отчетность — это ваш плюс к вашей организации в дальнейшем, ну, грантовой истории, допустим. То есть, получается, получить деньги проще. Проще. Ну, это конечно. Как Да. проще по отчетности, если физлицо, да? Да. Физическому лицу отчитываться немного проще. И именно поэтому у нас сейчас очень такой большой запрос, что организации некоторые боятся участвовать в грантах, именно боятся отчетности. Мы сейчас разрабатываем и методические рекомендации, и курс, ну, семинар именно по отчетности. Но, опять-таки, на самом деле отчетность бояться не нужно. Ее боятся те, кто изначально неправильно ведут коммерческую деятельность. Потому что вопрос отчетности — это всего лишь вопрос правильного ведения первичной документации. Условно говоря, если вы заказываете типографию, вы сначала должны проверить ту организацию как контрагента, да, то есть существует ли она, каким видом деятельности она занимается. Вы должны заключить договор. В договоре должно быть обязательно спецификация или техническое задание. Когда вы получаете тираж, вы должны обязательно накладную получить, все подписи и так далее. Аргумент основной не в том, что рассчитывать результат, не в том, что можешь ли ты или твоя организация достичь цели и KPI, которые ты поставил. Ну, в отчетностях, вы знаете, складывается иногда впечатление, что отчетность больше по документам, а не по достижению. Это, конечно, тоже важно, вот, но это на самом деле вторично. Особенно, когда касается бюджетных денег. Это вообще здесь тушите свет. То есть, когда частная компания дает, там еще что-то как-то возможно. Но когда бюджетные средства, это все. Вплоть до того, что фонд президентских грантов, они интегрированы со Сбербанком, и, в принципе, платежи могут просто блокироваться. Вот просто вы решили оплатить, а вам заблокировали. Да, вам потом объяснят, почему и так далее. Поэтому исключается аффилированность. Допустим, если вы ИП и вы же учредитель некоммерческой организации, вы получили как некоммерческая организация грант, но решили заплатить себе как ИП, не прокатит. Вот вопрос. Это если с бюджета. Ну и с частными тоже, кстати. Не очень это люблю. Я столкнулся этот год с проблемой после бухгалтера, который имеет компетентность работать с некоммерческими организациями. И от него очень много зависит и самоотчетность. Поднимайте вопрос, если у вас сотрудник, который, кого вы можете посоветовать, или у вас есть новый рынок. Ну, смотрите, у нас на самом деле бюджет ограничен, в штате у нас таких специалистов нет, но мы путем проб и ошибок с 2 компаниями консалтинговыми работаем, кто специализируется на ведении бухучета с некоммерческими организациями. На самом деле, ведь сейчас в эпоху цифровых технологий и возможности удаленной работы не обязательно держать человека в штате. Вы можете, да, по принципу аутсорсинга нанять и платить фактически только за выполненную работу. Очень часто бывает, что некоммерческие организации очень продолжительный период времени вообще не ведут никакую деятельность и ничего нет. Если у вас бухгалтер в штате, значит, вы должны платить ему зарплату, соответствующие налоги, отчисления и так далее. Это дополнительная нагрузка и немалая. Поэтому мы говорим, лучше аутсорсинг. А еще у нас в Татарстане совсем с этим просто стало. Есть такое понятие, как самозанятые. Вот, это еще проще. Да? То есть там заплатил, и ты больше ничего не платишь, и спишь спокойно в данном случае. Есть и другие фонды, грантовые программы, мы стараемся их отслеживать. Они у нас, кстати, есть вот на нашем сайте в разделе «Конкурсы», мы стараемся там все актуализировать. Вот есть, допустим, фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Поддерживают проекты до 1,5 миллиона. Кстати, есть фонд поддержки исламской культуры, науки и образования, он находится в Москве, можно туда подавать проекты, по-моему, и частным лицам. Размер гранта мы не знаем, там нигде не зафиксировано, но, как всегда, надо пробовать обращаться. Нам, кстати, мы когда работаем, мы всегда спрашиваем, дайте нам обратную связь, пожалуйста. Вот вы подали, каков результат? Что, вот какая отдача? Потому что нам важно вот эта прозрачность деятельности. Вот, к сожалению, компания «Лукойл» непрозрачна в этом плане. Мы не знаем, кто подался, кто выиграл, на какие проекты. Нигде вообще нет никакой отчетности. Мы не понимаем. Вот.
Татнефть тоже, кстати, да. Но в этом году мы с ними пообщались, они обещали, что мы чуть-чуть приоткроем свою завесу тайны. И, ну, посмотрим. Ресурсный центр. Ну, вот наша организация, Центр инноваций социальной сферы. Есть фонд «Абсолют помощь», который занимается помощью детям с особенностями развития. Есть и конкурсы, вот, допустим, фонд «Навстречу переменам», вот пример. Они ежегодно проводят конкурс социально-предпринимательских проектов, и, как правило, у них 4 победителя в год, по 1 200 000 на каждый проект они выделяют. Вот в 2017 году некоммерческая организация из Казани привлекла на свои средства, Татьяна занимается созданием видеоконтента для людей неслышащих или слабослышащих, то есть сурдопереводом. В том числе и часть контента они продают. Вот. Чем, как правило, интересны многие вот такие фонды, организации? Очень часто у них, прежде чем получить деньги, нужно пройти акселерационную программу. То есть некий образовательный интенсив, когда они работают с вами для того, чтобы понять именно ваш проект, насколько вы, а может быть даже доработать проект, докрутить проект, чтобы вы поняли вообще сами, как вы в этом проекте будете работать, допустим, зарабатывать или как расходовать средства наиболее эффективно. Это сейчас тенденция. Прежде чем получить деньги, все-таки нужно пройти образовательные программы. Вот, кстати, один из примеров тоже поддержки некоммерческих организаций. То, что я вам говорил уже, фонд «Наше будущее», конкурс «Социальный предприниматель». Не смотрите на слово «предприниматель», они принимают к участию и некоммерческие организации, которые ведут приносящую доход деятельность или предпринимательство. Можно получить до 10 миллионов на свой проект. Кстати, один из немногих фондов, который поддерживает стартапы. То есть если вам меньше года, вы можете получить 2 миллиона рублей, ни больше, ни меньше. Но я хочу подчеркнуть, что эти средства беспроцентного займ, то есть вернуть надо, но вернуть ровно столько, сколько вы взяли. Это в предпринимательстве очень высоко ценится. В этом году в первом конкурсе, вот мы тоже статистику, аналитику провели, 10 проектов из 10 регионов России, причем большинство проектов это детские развивающие центры, причем разные направленности, и вот один проект из Казани, Центр нейропсихологии и развития речи. И вот если вы посмотрите, 8 ИП, 1 ООшка и 1 некоммерческая организация получили деньги под свой проект. Кстати, к вопросу, работаем ли мы с другими регионами, ну, напрямую нет, но мы всегда открыты, готовы проконсультировать. Вот один из проектов, который здесь выиграл, это проект из Чебоксар, тоже детский развивающий центр. Они у нас спрашивали, интересовались, мы им консультацию тоже оказывали. Если чуть-чуть оторваться от некоммерческой деятельности, я хочу, все-таки здесь молодежь собралась, да, есть, допустим, вот фонд «Агат», они поддерживают молодежное предпринимательство. А мы уже говорили о том, что очень часто коммерческое и некоммерческое идут рядышком, нога в ногу, и даже один и тот же человек это все организует. Пожалуйста, фонд «Агат» выдает до 1,5 миллиона рублей без залогового целевого займа под небольшие проценты. Почему мы обращаем внимание? Очень часто все-таки средства займы, да, кредиты дают под залог имущества. И очень часто бывает, что как раз с этим проблемы. Здесь проблем с этим нет. А знаете почему? А вот как вы думаете? Нет. 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 Чтобы получить эти средства, нужно пройти их акселерационную программу. Они дают деньги под качественный, грамотно продуманный бизнес-план. То есть пока вы вот там 7 кругов ада не пройдете, и они не будут понимать, что они, на что и кому они дают деньги, вы их не получите. Кстати, вот здесь тоже мы разговаривали с Еленой уже после того, как она получила одобрение, и она мне говорит: Антон, не представляешь, 4 месяца, уж насколько мы предприниматели, но нас, москвичи, прокачали, и мы стали по-другому на свой бизнес смотреть. То есть это всегда очень полезно с точки зрения организации и именно предпринимательской деятельности. На это тоже обращайте внимание. Ну вот, кстати, в прошлом году один первый проект был поддержан из Татарстана.
Кстати, человек, который прошел фабрику предпринимательства, наш большой республиканский образовательный проект, Раилю 22 года всего. В этом году получил еще один молодой человек, он занимается продажей сыра, сырная лавка у него. Мы говорим про социальные проекты, и мы свели к тому, что это деятельность некоммерческих организаций. Да? На самом деле мы уже говорили, что могут получать и физические лица. И мы всегда тоже, вот некоммерческая организация приходит, там люди уже взрослые, там 40, 45, 50 лет, вот, не можем нигде участвовать. Я говорю, так, берете молодого человека или молодую девушку, и ее заряжаете, и через нее участвуете и получаете. Кроме того, для молодых людей это возможность опробировать свою идею и получить средства на стартап. Мы всегда, вот когда к нам говорят, мы не можем получить деньги, вот мы хотим открыться, начать, где взять деньги на стартап? Вот вам, непаханное поле, пожалуйста. Есть, допустим, инвестиционно-венчурный фонд Республики Татарстан, он ежегодно проводит конкурс 50 лучших инновационных идей для Республики Татарстан. Есть номинация «Социально значимые инновации». До 50 тысяч, а иногда партнеры дополнительно еще вкладывают средства. Кто у нас из Татарстана, есть возможность еще подать заявку, поучаствовать. Можно я обозначу проблему? Да? Проблема такова, что большинство не из Татарстана, организации не из Татарстана. Но как можно ли участвовать, каким образом можно участвовать организациям не из Татарстана в татарстанских грантах? Во-первых, смотрите у себя подобные программы есть. Где-то больше развиты, где-то меньше. Да, все зависит от региона. Понятное дело, у нас есть депрессивные регионы, доноры там и прочее. Это первое. Второе, гранты очень часто, я вам показывал, фонды не наши, не республиканские. Фонд президентский грант, Абсолют помощь, Навстречу переменам, Агат, Наше будущее. Это все московские, там, питерские, екатеринбургские и так далее. Они принимают заявки со всей России. Наша Татнефть принимает... Не знаю, надо смотреть. Всегда, когда задают вопросы по конкретному конкурсу, я всегда продаю простой ответ. Какой? Кто сообразит? Прочитайте положение, все, самое простое. Фонд Потанина, мы тоже имеем опыт, и мы выигрывали. Они поддерживали, мы с образовательной инициативой подавали, выиграли 500 тысяч. Там, да. И там музейные проекты, кстати, есть, он поддерживает, очень интересно. Театры, да, кстати, да, хороший пример. Рыбаков фонд есть еще, там свое направление. Поэтому на самом деле нужно искать. Но, допустим, у нас компания Татнефть поддерживает, с этого года стала поддерживать и проекты из других регионов, несколько проектов. Илина, если помните, сколько было? Я не помню, если честно. В общем, несколько проектов они поддержали, те, которые были не республиканские, не наши. Всегда надо смотреть, читать, да, правильно было сказано. А если надо делать в Татарстане, отдавать именно в России? Да, я даже в Москве видел из других проектов. Возможно ли такая схема, что, например, в Свердловской области, да, организация? Кстати, да, хороший пример, когда вы партнеритесь и находите... Зеленый фитнес, хороший пример, когда они начинали с Татарстана, но про проект узнавали из других регионов и подключались. Подключались, это значит в том числе часть финансирования от полученного гранта, естественно, передавалась туда на что? На организацию мероприятий, допустим, на оплату специалистов, на прочее. То есть это тоже, кстати, хороший вариант такого объединения для масштабирования своего проекта, для тиражирования и привлечения средств, в том числе там чуть-чуть. Конкурсы Росмолодежи для некоммерческих организаций, молодежных объединений и для физических лиц. До 3 миллионов рублей физическое лицо может получить. Я бы в это не верил, если бы у меня, где мой офис, 2 этажами выше, не сидела девушка, которая решила податься с проектом по донорству крови, и она получила 300 тысяч. Мы бы не поверили, если бы один раз к нам в центр не пришел молодой человек и сказал, у меня некоммерческая организация с нехитрым названием «Ночь».
Мы хотим развивать проект «Ночная мэрия». То есть это проведение мероприятий в вечернее ночное время для молодежи, чтобы они не шлялись, а как-то были организованы, какие-то творческие, культурные мероприятия для них проводились. И мы спрашиваем, откуда идея-то родилась, собственно говоря. Ну, на самом деле это не его задумка и прочее, но в том числе он похожую идею подавал на конкурс «Росмолодежь» и выиграл 2 миллиона. Вот вам вопрос, откуда привлечь средства, допустим, на свой стартап, на свой проект. Апробировать его, насколько проект интересен, насколько он получает поддержку, и эти средства вложить в дальнейшее развитие. Вот не так давно закончился конкурс «Добровольцы России», прием заявок. Как видите, 12 направлений для физических лиц, 2 направления для юридических лиц, в том числе и для некоммерческих организаций. Для граждан от 8 лет до 30, да, то есть молодежь и дети, до 2 миллионов на проект. Ну, конечно, зависит от направлений. 8-летним там вряд ли 2 миллиона дадут. Но вот сам факт того, что есть и такое, пожалуйста, можно участвовать. Или вот недавно закончился молодежный форум «Иволга». Слышали, может быть, у нас в Самарской области проводится уже несколько лет. Да, каждый год направления меняются. Вот в этом году были такие направления, но под проект можно получить до 300 тысяч рублей. Да? У нас один молодой человек, который у нас тоже проходил обучение, консультации и прочее, он подал заявку, принял участие и выиграл 300 тысяч под проект школьной футбольной лиги. Ну, там на ограниченной территории. То есть вот опять-таки все реально. Для людей до 30 лет, опять-таки мы говорим. Вот этот вот пример я каждый раз на каждой своей презентации привожу. Конкурс «Я бизнесмен» с 2013 года. Его проводит консалтинговая фирма в области бухучета и налогообложения. Компания «Контур». Вот есть сайт. Можете, кстати, зайти, проверить, что вот все правда. Конкурс «Я бизнесмен», конкурс видео. Предприниматель должен записать 2-минутное видео, в котором он сам рассказывает про себя, про свой бизнес и так далее. И в конце сказать «Я бизнесмен» или «Я бизнесвумен». Ну вот как кто. Вот эта женщина, она из города Лаишево, это 60 километров от Казани. Она была безработной, которая встала на учет в центрах занятости населения по программе финансовой поддержки предпринимателей. То есть когда безработный может, опять-таки, подготовить бизнес-план, проект, защитить его и получить субсидию в размере 117 600 рублей на приобретение оборудования и так далее. Вот она открыла производство полуфабрикатов. Пельмешки, мантышки там и прочее, холодильники, там мясорубки и прочее. Вот. И вот видео, которое она засняла. Вот, да, вот это к вопросу о том, что не всегда... Вот вы зайдете, вы увидите, там действительно качественные работы, все, вон как Аркадий у нас снимает, в том числе все красиво и прочее. У нее видео снято на мобильный телефон, обычный мобильник. Причем мы-то смотрим вот так, да, вот так снимаем. У нее вот так снято. То есть то, что справа-слева, там такое размытое. Она стоит на фоне вот так же своих холодильников, что-то рассказывает на камеру. Вот человек с телефоном стоит вот примерно где вы. Вот. И, значит, вот она рассказывает, прошлась сюда на фоне холодильников, тоже что-то рассказала, телефон показал еще там что-то, вот она вернулась сюда, еще что-то рассказала и сказала: «Я бизнесвумен». Видео длится 1 минуту 57 секунд. Вот кто сзади сидит, наверное, не видит, но она получила 500 тысяч рублей. 500 тысяч рублей только потому, что человек не испугался вот так просто послать. Это, конечно, великая шара, это вот бывает, наверное, 1 раз в жизни и так далее. Но если бы она не послала это видео, то она бы ничего и не получила. Это как раз к вопросу о том, что люди боятся. Если вы ничего не делаете, вы ничего не получите. Молодежь управляет сейчас эти видеозаписи для прохождения на форумах. Да, там тоже съемки и прочее. Да, но это там же, чтобы попасть на форум, а здесь, чтобы получить средства. Они каждый год меняют условия. В прошлом году уже другие были, там уже всем раздали. Тогда было ограниченное количество и спецноминация. Вот.
Кстати, ну, наверное, они в этом году уже прошло, на следующий год тоже будут, поэтому можете, если вы предприниматель, можете поучаствовать. Откуда брать информацию про гранты? Я вам уже столько рассказывал. Это на самом деле, ну, тоже целая наука, целое искусство. Нужно быть, всегда держать руку на пульсе. Либо вы сами раз в неделю хотя бы пролистываете, вот выбрали для себя сайты, там, соцсети и прочее, постоянно отслеживаете. Фонд президентских грантов, Росмолодежь, агентство социальной информации, там журнал «Филантроп», проект «Все конкурсы», там и прочее, прочее, прочее. Вот капитан грантов Егор Рафиков, у него есть свой телеграм-канал, своя группа ВКонтакте. Подписывайтесь, на телеграм тоже подписывайтесь, он периодически размещает информацию. В том числе он не ограничивается Татарстаном, потому что наш ресурсный центр все-таки заточен на работу по республике, он не ограничивается. Он все абсолютно и из других регионов, и из Москвы, и прочее, прочее. Именно поэтому он для вас будет гораздо более полезен в этом направлении. Ну, еще вот немного хотел рассказать про то, что вообще для молодежи, для некоммерческих организаций сейчас достаточно много возможностей для получения поддержки. Вот если через призму нашего центра смотреть, то мы помогаем информационно, образовательные мероприятия, консультации проводим. Вот Элина не даст соврать, информацию, вот мы как работаем. Если проект действительно интересен, если он получил поддержку грантовую, его обязательно нужно дальше продвигать, привлекать людей. А как? Распространять информацию. Да? Очень часто бывает, что вы не можете где-то поучаствовать, допустим, просто потому что вы не знаете о таких возможностях. Мы работаем на то, чтобы вот хотя бы вот эту информационную открытость сделать шире. Фундаментальная поддержка – это проведение различных образовательных мероприятий, ну и консалтинг. Вообще по любому вопросу. Вот с чем бы ни пришли, мы всегда стараемся дать ответ. Ну, финансовая и имущественная поддержка самые, конечно, востребованные, но у нас, у подобных организаций, как правило, денег нет. Наша задача знать, где можно их получить, да, где можно поучаствовать, куда можно подать заявки. Ну и, конечно, кадровые вопросы. Мы работаем с вузами. Вузы – это студенты. Студенты – это волонтеры, это добровольцы, это практиканты и возможное дальнейшее трудоустройство, в том числе и для воплощения своих студенческих каких-то волонтерских проектов. Вот пример образовательного проекта, который доступен вам, в принципе, уже сейчас. И сегодня вот вторая часть наша будет, вот эта вот тренинговая часть посвящена, основана как раз на этом нашем образовательном проекте. Кстати, вот информационно-образовательные курсы «Гранты РТ», проект реализуется на средства субсидий. То есть мы под него тоже выиграли грант. Мы записали 25 учебных видеороликов, каждый из которых по 1,5 минуты, то есть посмотреть вполне возможно. Плюс методические рекомендации, их вам тоже вот размножили, тоже раздадут. Очень небольшие, или раздали, да, очень небольшие, очень кратко, лаконично и все, что называется, по делу. Все есть в свободном доступе. Первая группа – это нашего центра. Раздел «Литература», там есть методичка в электронном виде. И раздел «Видеоматериалы», там есть все доступно для просмотра и для скачивания. Подписывайтесь, кстати, если вдруг интересно будет. Еще про образовательную программу. Опять-таки мы возвращаемся к проектной деятельности. Совместно с Казанским федеральным университетом мы разработали и в этом году запустили, вот, к сожалению, прием уже закончился, магистерскую программу управления проектами в сфере социального предпринимательства. То есть именно развитие проектной деятельности, зарабатывающих проектов. Пусть это будут проекты в социальной сфере, но проекты, которые могут так или иначе зарабатывать. Ну вот, и дай бог. Кстати, программа интересна тем, что она тоже получила грантовую поддержку, и студенты получили 50% скидку от партнера на оплату обучения. То есть, видите, это интересно для организаций, которые вкладываются вот в развитие специалистов в данной сфере. Ну а также, все-таки, опять-таки, вернемся к тому, что мы живем в эпоху цифры, когда есть возможность проходить обучение дистанционно, удаленно, вебинары. Очень много вебинаров со специалистами, причем специалисты из Москвы, из Питера, зарубежные специалисты, и очень много вебинаров бесплатных.
Есть лаборатории социального предпринимательства, есть группа «Кислород», там и другие, они приглашают специалистов. Очень приятно, что обратили внимание и на нашу республику, и некоторых специалистов, того же Егора, приглашали читать вебинары на российскую публику. Ну и, собственно, на этом я заканчиваю. Наши контакты, всегда будем рады, звоните, пишите, мы ответим на любые вопросы. Спасибо вам.